Добрый день, Владимир Владимирович. Я представляю Якутию, интернет-издание Якутия.Инфо, Денис Адамов. Ну вот уже сказано было, да, что 1,5 года назад вы сказали, чтобы региональные власти уменьшали бюджеты на так называемое информационное обеспечение. Ну, по сути, за этой формулировкой кроется слово пиар. Вот на примере Якутии скажу. У нас в прошлом году на госсми тратился миллиард. В этом году сумма, если я не ошибаюсь, по-моему, она даже увеличилась. То есть сумма из года в год... Вот на доставку-то денежки где? На доставку печатных. Там доставка, вот в том-то и дело, что сумма это непрозрачная. Нам говорят, что это доставка, нам говорят, что это обеспечение телевидения в отдаленных районах. Но тем не менее мы видим, что фактически эти СМИ, которые получают деньги, они не выполняют... у нас в республике независимых СМИ, вот только две. Вот мы приехали, и коллеги из ИКТ, два издания, интернет. А остальных не позвали, потому что они фактически не являются независимыми в классическом понимании. Они все так или иначе зависят от государства или окологосударственных структур. В Якутии в этом плане ситуация очень классическая. То есть в основном все деньги получают СМИ лояльные, которые занимаются, не отстаивают интересы общества, не поднимают проблемные материалы, не указывают на больные места в обществе. Я думаю, большинство коллег, сидящих здесь, как раз таки являются журналистами в классическом понимании. А государственные СМИ, в частности в республике, я думаю, во многих регионах, они фактически что занимают? Они обслуживают не общество, а узкий сегмент общества. Это власть чиновников, губернаторов. На наш взгляд, эта система порочная, и она дискредитирует не только самих губернаторов, но в целом порождает у населения страны недоверие к власти, в целом именно к российской. И хотелось бы, чтобы вы как-то... Я, конечно, понимаю, что общество должно контролировать, да? Что часто говорят, контролируйте сами, но это не так просто. Хотелось бы, чтобы вы все-таки контролировали исполнение своих поручений, потому что вы говорите одно, да, а в регионах происходит другое. Все-таки давайте как-то эту систему порочную менять. Из того, что вы сейчас сказали, я делаю несколько выводов. Главный из них заключается в том, что средства, которые предусмотрены на поддержку СМИ, в прошлом году, по-моему, по стране в целом где-то 36 миллиардов было, в общем, денежки не маленькие, они должны быть подконтрольны обществу, надо понять, на что они идут. Вот эта информация должна быть максимально прозрачной. И тогда не удастся просто подкармливать свои карманные средства массовой информации. Хотя есть и другая проблема, о которой я сейчас подумал, когда вы говорили. Вы сказали о том, что вы вскрываете, разоблачаете. И это очень хорошо. СМИ должны быть такие, чтобы, известная поговорочка, да, у нас, на то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Да, карась не дремал. Но я бы просто попросил вас, поскольку наверняка доверие к вам высокое со стороны граждан и ваших читателей, подписчиков, вы обратите внимание и не на начальников больших, а на простых людей, которые добиваются конкретных, интересных, значимых для региона или страны результатов. Такие положительные примеры эффективной, творческой, интересной работы, идущей направленной на пользу общества, региона конкретного или всей страны, они, особенно в таких изданиях, как ваше, они должны быть.